Если быть честными, то подготовка шла очень трудно. Не знаю, это, знаете, такое вообще очень необычный факел. В этом факеле все необычно. Место, куда мы приехали. Потому что чувствуется, конечно, что нас принимает киргизская радушная земля, чуткость, широкая душа, так же, как и широта всех красот, озер, гор, которые тут есть. Это, естественно, добавляет какие-то свои определенные краски именно в этот фестиваль. Здравствуйте, уважаемые участники и гости фестиваля «Салам, Бишкек!». Мой дедушка Александр Беседин в 70-е годы газифицировал Якутию. А сегодня, спустя почти полвека, я принимаю участие в новом важном событии – десятилетии «Газпром Кыргызстан», 20-летии фестиваля «Факел» и 100-летии со дня образования Кыргызской республики. Фестиваль «Факел». Это уникальная платформа, объединяющая сотрудников «Газпрома», их семьи и друзей для демонстрации своих талантов и обмена культурным опытом. Поддержка творчества, укрепление корпоративного духа и развитие культурных связей. «Факел» начал свою историю в 2004 году и на протяжении 20 лет остается символом творческого единства и корпоративного духа. Этот фестиваль объединяет сотрудников «Газпрома» и его дочерних предприятий со всего мира, даря им возможность проявить себя и обменяться культурным опытом. Наверное, объединение происходит как раз в процессе работы, так как это работа творческая, да, это творческий процесс, и он всегда подразумевает, что здесь должна трудиться команда. И если трудится команда, то тогда будет хороший результат. Через правое плечо на фотографа. Лиза, подтяни капюшон, пожалуйста. У тебя очень много белого, нет синего. Повернулись, посмотрели на фотографа, стоим красиво. На фотографа смотрим и улыбаемся радостные. Мы не спали с 3 часов ночи. Мы делаем офигенный постановочный кадр. Спиной, да? Да. То есть здесь как раз, наверное, объединение и происходит. Успех наш лучший друг! В этом году «Факел» проводится в Бишкеке, что подчеркивает его международный масштаб и значимость в развитии культурных связей между странами. Мы впервые принимаем участие в международном фестивале «Факел». Очень рады и счастливы, что он проходит на гостеприимной кыргызской земле. Столько положительных эмоций. Чувствуем прием на самом высоком уровне. Рады, что культура объединяет, традиции объединяют, народы объединяют, что наши народы дружат. Все наши сердца, они объединяются в этом едином факеле. Но уже даже из окна автобуса, когда мы ехали из аэропорта, шел небольшой дождик, но это вообще никак не повлияло на красоту этого города. Такой уютный, южный, семейный, теплый город. С самого момента прибытия участников «Газпром Кыргызстан» встретил гостей с особой теплотой и вниманием к деталям, с приветственными церемониями и вручением памятных подарков. Здравствуйте! Знаете, мы в восторге. Нас так встретили, и вот все эти дни такое просто фантастическое внимание. Вот с момента приезда, с момента заселения, когда нас загружили просто сумасшедшей заботой, даже вот в отеле, даже не даже, а в отеле. То есть мы буквально пошли завтракать, нам тут же подготовили номера, подарки, вода, чай, кофе. Все бесконечно спрашивают, за секунду все уточняют, делают. Знаете, для меня это 3-й факел. Просто большое вам огромное спасибо. Здесь классная погода, волнений нету, мы классно подготовлены. На фестивале жахнем. Классно, всем понравится обязательно. Номер у нас здоровский. Конечно, хочется сказать огромные слова благодарности нашим коллегам из «Газпром Кыргызстан». Я знаю, какую огромную они работу
проделали для того, чтобы все это организовать. И нет никаких сомнений, что у нас все получится. Принимающая сторона тщательно готовилась к этому событию, чтобы оставить у каждого участника незабываемые впечатления. Подготовка и закулисье. За сценой разворачивается особенная жизнь, наполненная эмоциями, волнением и дружеской поддержкой. Каждое выступление – это результат многих часов репетиций, поиска вдохновения и работы над собой. Ну не зря же мы репетировали столько времени. Поэтому я говорила, делайте, не надо стоять! По-старому делайте! А здесь, смотри, какой линолеум. Это же обычный линолеум. Хана, моя линия где? Не выучила! И раз, два, и четыре. Раз. Делай! Я являюсь руководителем нашей команды, которая принимает участие в фестивале «Факел». Наши ребята являются не только профессионалами в работе, но и являются очень творческими людьми. Фестиваль «Факел» для нас уже является как родным домом, так как мы уже этому фестивалю выступаем 7-8 лет. И что рады, этот фестиваль в этом году проходит у нас. Жұмышта істеп жүріп біздің хоббибіз деп айтсақ болады. Ырдаған жақсы көреміз. Ырдап, ары басқан сайын дыңылдап, жұмышта жүргенде ырдаймыз. Анан өзімізді сынап көрелі дедік. Елдің астына шығыш үшін. Анан албетте «Газпром» Кыргызстанда астыға телевиз желбіреткен үшін шықтық. Для меня это гордость представлять свою страну на международных фестивалях и конкурсах. И я приложу все свои усилия для того, чтобы показать свою страну достойным образом. Участники приходят не только за победой, но и за шансом оставить на сцене частичку своей души. Вот, сейчас ты круто сделал, а так ты ее ровно ведешь опять. Опять не хватает замахов везде, как будто бы. В рамках фестиваля у меня 3 роли. Я хореограф танцевального коллектива «Вечный двигатель». Я жена и, что называется, взгляд со стороны художественный для своего мужа. Когда он нуждается в каких-то точках опоры, я помогаю несколько посмотреть, куда повернуть фокус в его работе. Затяж. Вот нужны акцентировки, затяжки. Акцентировки, затяжки. 1, 2, 3, 4, 5. Опять Буратино. И я мама. Вот. Для меня это опыт, наверное, в первую очередь, так как я уже давно занимаюсь хореографией, и мне просто интересно себя попробовать в этом. И как бы здесь «Факел» для меня это как возможность сделать что-то новое, попробовать что-то новое и вот свой эксперимент провести, так скажем. Волнение перед выходом на сцену чувствуется повсюду. Последние штрихи к костюмам. В смысле рукава забыли? Одна рукава. Где второй? Одним рукавом, что ли, буду выступать? Нужно попросить, чтобы отправили. Ну как можно? Уже нам через 10 минут выступать. Беглый взгляд на ноты или хореографические движения, дружеские объятия и поддержка товарищей. Здесь каждый момент пропитан энергией творчества. В закулисье никто не остается равнодушным. От первых минут знакомства до поддержки даже соперников. Танцуем на 300%, понятно? На миллион! Эта атмосфера напоминает, что «Факел» — это больше, чем соревнование. Это место, где рождается дружба и вдохновение. Уважаемые наши дамы и господа, позвольте мне поздравить вас с особой датой, с юбилейной, 10-й, 10 лет юбилею «Факел», который проходит в этом году в самом сердце Центральной Азии, в столице Кыргызстана, в городе Бишкек. 10 лет! Мы с вами находимся в здании Национального театра оперы и балета. Этот театр видел звезд мировой сцены.
Я думаю, что для каждого артиста стоять на этой сцене, выходить из-за этих кулис – это очень большое волнение и трепет. Я, например, очень волнуюсь, стоя на этой сцене. Поэтому я хочу пожелать вам всем удачи. Я хочу, чтобы у вас получилось все то, что вы так долго готовили, чтобы это были ваши лучшие выступления, а нам всем только самых ярких эмоций и только положительных впечатлений. Будем работать. Позвольте мне пожелать каждому участнику этого фестиваля яркого выступления и незабываемых эмоций. И объявить зональный тур фестиваля «Факел» в городе Бишкеке открытым. Всех с праздником! Так, ребят, еще буквально несколько номеров и выходим на сцену, смотрим, настраиваемся и вас будут объявлять. Все? Все, давайте, удачи, вы лучшие, вы победите. Все, умнички, давайте, жду вас там. Болды, даярсың? Бұйырса, игілік, давай. Астына шығып, алға, кеттік, бисмилля. Каждое выступление на «Факеле» — это маленькая вселенная, сотканная из личных историй, переживаний и стремления к совершенству. Все дни фестиваля погружают зрителей в удивительный мир, где каждое выступление — это встреча с чем-то настоящим, с культурой разных народов, силой творчества и с эмоциональными откровениями. На сцене царит не соревнование, а радость самовыражения и открытие новых границ возможного. Готово? Мы переходим к номинации «Хореография народная. Соло». На сцене Сергей Миронов, «Газпром Трансгаз Екатеринбург». Это традиционный русский рукопашный бой, который был еще в древности, когда мы еще все жили в деревнях и селах. Он, к сожалению, был до 2000-х годов забыт, и вот с 2000-х годов определенные люди, которые, историки, которые этим заинтересовались, они его как-то вернули в массы. Буза — это не только рукопашный бой, а также это еще танцевальная, такая импровизация мужская, когда мужчины поднимали в себе дух, раззадоривали себя для того, чтобы пойти в драку. Я концентрируюсь и смотрю. И вижу, что происходит, сразу какие-то выравниваю, выстраиваю моменты, о которых стоит подумать, достоинства, недостатки работы, и ты их сразу же укладываешь в своей голове для того, чтобы выдать какую-то потом обратную реакцию на выступление. В этот раз что-то пошло не так. В целом справился, несмотря на те нюансы, которые сейчас хочется еще поправить. Но здесь самого себя, наверное, мне сложно судить. Это хочется все-таки здесь услышать мнение зрителя, как это со стороны выглядело. И я поняла, что когда муж меня спросил, что? Я говорю, я не знаю. Для меня было очень все внятно, понятно в работе репетиционной. И вдруг, когда пошло выступление, я как будто потеряла фокус. Возможно, его работа
где-то недостаточно прозвучала внятно для того, чтобы успеть в это вникнуть, понять. Она достаточно получилась непродолжительной. Но это тоже для нас путь, чтобы с этим двигаться дальше. Чего мы точно не будем делать, это предавать себя. Чувствую, что все хорошо. Полина Михайловна сняла папу. Пап молодец? Пап молодец? Да. Молодец. Она очень расстроилась, что не сняла папу на телефон. Она запуталась в настройках, и ей было это очень важно. На самом деле она такой очень эмоционально важный человек в нашем процессе, потому что она невероятно нас поддерживает. И ей было супер важно снять папу на телефон, сделать какой-то... Она видит, что все что-то делают, снимают, так, значит, это надо фиксировать, это супер важно так сделать, это значимо будет ее вклад в эту историю. И она очень расстроилась, что она не внесла свой вклад съемкой. В течение 3 конкурсных дней зрители увидели 131 творческий номер в исполнении более 800 участников. Эмоции после выступления особенные. Радость, облегчение, благодарность и желание делиться своим творчеством дальше. Так, ну, раз я уже выступила, можно в целом и отдохнуть. Мы будем ходить по городу, знакомиться с вашей историей. Мы очень хотим посетить экскурсии, которые первые 2 дня нам не удалось посетить. Мы уже видели горы издалека, но очень хотим поехать на экскурсию. Насколько я знаю, это будет послезавтра. Очень ждем. Конечно же, культура видна и в питании. Нас так кормят, что каждый день ты встаешь из-за стола с чувством насыщения, удовольствия, с желанием жить дальше. Ну, в общем, ваша культура, она во всем, начиная от маленьких улочек, заканчивая вкусными булочками. Организаторы подготовили насыщенную программу, чтобы участники могли не только показать свое мастерство на сцене, но и познакомиться с культурой Кыргызстана. Только что посетили национальный парк Ала-Арча. Я, честно сказать, сегодня утром не хотел вставать, но то, что себя пересилил, ни разу не пожалел. Это был просто восторг. Такие большие горы, такая горная река, это природа завораживает, какой чистый воздух. Вот я, например, поднималась в гору, и мне на какой-то момент стало трудно дышать. Я думаю, господи, все, не дойду. Но нет, от такой красоты идешь и смотришь на эти пейзажи, и, конечно, очень круто. Погода была хоть и снежной, но она дала, наоборот, такой колорит этим горам снежным. У меня восторг внутренний был только. Так много чего заснять. Это несравненное чудо природы. Вот есть 7 чудес света, а есть 8-е чудо света. Это национальный парк Ала-Арча. Представление потрясающее кыргызского народа, где мы познакомились и с музыкой, и с танцем, и с культурой, и с искусством, и даже с национальными былинными героями. Меня сегодня все друзья родные спросили, на фотографии ты или твой ребенок? Потому что, говорит, мы не можем понять, бывают ли на самом деле такие богатыри. Конечно же, особого внимания заслуживает кыргызский эпос «Манас». Это отдельная история в литературе Кыргызской республики. Поэтому сразу по пальцам одной руки не перечесть всех достояний Кыргызской республики. А дальше музыканты, которые стояли, я вообще думал, что это радио там или что, музыка на фоне. То есть настолько круто играли. Я смотрю, они вживую играют. Я такой, блин, Руслан, Стас, идемте смотреть. Смотрите, они вживую играют.
Очень интересный этот инструмент, как у вас молодые люди, вдвоем они играли этот номер. Я была впечатлена очень даже когда я отправила видео к нам туда, в Татарстан, столько было восторженных эмоций. Это сразу же создает такое пространство, и ты соединяешься с культурой, куда ты приехал, тебя очень подключает, и внутри, не знаю, можно, если так сказать, уважение поднимается, то ты чувствуешь достоинство, что люди с какой любовью и достоинством рассказывают о том, где они живут, как они чувствуют. Так как мы все равно, наверное, близки, да, и были переселенцы русские, которые жили в Кыргызстане, есть что-то похожее, да, есть показана, допустим, утварь, которая была русскими завезена, да, в Кыргызстан. Вот, но больше, конечно, мне понравилось, что есть ваши самобытные исторические вещи, да, которые применялись в быту, которые были еще там в древних веках, да, когда это кости, когда это раскопки, это очень интересно. А если он ее не догнал, то на обратном пути она била его камчой. Я говорю, от досады, что не догнал. Кулмай до сих пор широко используется на всех наших национальных праздниках. Конечно, у каждого народа, у каждого региона есть своя традиция, есть свой язык, своя культура, какие-то праздники национальные. Это, конечно, очень здорово, потому что если мы будем сохранять нашу традицию, то мы будем помнить наших предков. А если мы будем наших предков помнить, то наши народности будут всегда жить. Приятно было и радостно то, что кыргызы никогда ни на кого не нападали. Наверное, ваше гостеприимство и любовь к людям – это обусловлено вашей историей, вашим историческим прошлым, что вы всегда с большим теплом относились к своим соседям. И нам, россиянам, очень приятно осознавать, что нас здесь так тепло и душевно встречают. Короче, еще мы решили позвать учащихся школы «Газпром» 7 и 9 классов. И зачем? Ну, в конце они стенка на стенку дерутся. А зачем? Ну, как это, не знаю, по программе, в рамках программы «Дети детям». Одной из ключевых остановок для гостей фестиваля стало посещение школы «Газпром». Здесь среди юных учеников участники смогли погрузиться в атмосферу детской открытости и вдохновения. И вот сегодня настал долгожданный и самый волнительный момент фестиваля – подведение итогов и награждение победителей. Финал и награждение. После 3 дней напряженных выступлений участники, затаив дыхание, ждут, когда прозвучат их имена. Каждое объявление встречается взрывом аплодисментов. Для одних это заслуженная награда, для других – первый шаг на большой сцене. Специальным призом жюри фестиваля награждаются Сергей Миронов, «Газпром Трансгаз» Екатеринбург. 3 место Нурчолкон Улугбек, «Газпром Кыргызстан». 2 место Ксения Малькова, «Газпром Трансгаз» Ухта. 1 место вокальный дуэт Микеним, «Газпром Кыргызстан».
Призеры в разных категориях получили возможность отправиться на финальный этап фестиваля, где их ждет новая встреча с большой сценой и шанс зажечь факел творчества и дружбы. Позвольте мне поздравить вас с десятилетием «Газпром Кыргызстан» и с успешным проведением очередного тура зонального фестиваля «Факел». Страна, вместе дружная семья, слове мы 100 тысяч я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове мы 100 тысяч я, ты, он, она, вместе целая страна, вместе дружная семья, слове мы 100 тысяч Когда сегодня директор «Газпром Кыргызстан» произнес фразу, что фестиваль «Факел» завершен, меня просто накрыли слезы. Очень грустно. Очень не хочется покидать вашу прекрасную землю. И с вашего позволения, мне придется это объявлять о том, что бишкекский зональный тур корпоративного фестиваля «Факел» в городе Бишкек объявляется закрытым. От лица нашего всего коллектива, да, впрочем, всей компании, огромную благодарность. Само мероприятие прошло на высочезном уровне. Даже те, кто не первый, не второй раз участвует в этом фестивале, отметили планочка, которая поднялась, задала уровень всем последующим таким же фестивальным мероприятиям. Здесь происходит гала-ужин, где уже такая развлекательная программа для детей и взрослых, в соседнем ресторане. Ребятушки, дорогие мои, слушайте, мне так радостно, что на этом фестивале мы не только с вами познакомились как ансамбль, а познакомились лично. И мы теперь в Ухте будем за кулисами обниматься, целоваться и вспоминать наши приятные встречи. Сегодняшний ужин нас всех объединит, и мы обменяемся теплыми пожеланиями на будущее и вообще добрыми словами. Конечно же, все прекрасное когда-то заканчивается, и наша волшебная сказка в прекрасной стране, в городе Бишкеке заканчивается тоже. И приходится расставаться со всеми, но с легким сердцем, потому что через какое-то время мы увидимся на финале. Сегодня грустно, потому что сегодня, не хочу сказать последний день, финальный день нашего мероприятия, нашего факела, который зажег наши сердца. И тепло, которое мы получили здесь, мы постараемся подарить нашим друзьям, нашим близким, нашим семьям в России, чтобы вот эта добрая традиция огонька, она передавалась все дальше и дальше до следующего факела. Фестиваль завершен, но его огонь продолжает гореть в наших сердцах. Каждый уезжает с новыми друзьями, с новыми идеями и воспоминаниями. Факел – это не просто сцена и конкурсы. Это мост между людьми и культурами, который оставляет след на всю жизнь. Пока свет этого фестиваля горит в наших сердцах, мы знаем, что всегда будем связаны с этим общим огнем дружбы, творчества и единства.